Электронны рэцэпт – адзін з этапаў інфарматызацыі аховы здароўя. Сістэма прадугледжвае паступовую замену папяровых рэцэптаў пластыкавымі карткамі, на якіх будуць заносіцца ўсе прызначэнні ўрача. У аптэцы фармацэўту дастаткова адсканировать штрих-код, каб убачыць увесь пералік неабходных лекаў. Карта для медицинского обслуживания исключает подделку рецептов. Она экономит время врача на выписку рецепта. Электронный рецепт исключает ошибку рецептара при отпуске лекарственного средства из аптеки. Дает право на скидку в аптеках при приобретении лекарственных средств за полную стоимость. Брастаўчанка Юлия Царук уже смогла особисто оценить плюсы электронного рецепта. Эту карту мне посоветовали в аптеке. Сказали, что по ней скидки на лекарственные средства отечественного и импортного производства. Ну и в дальнейшем это будет основная карта, по которой будут выдаваться лекарства по рецепту врача. Каб атрымаць карту, пациенту дастаткова звярнуцца ў сваю паліклініку з пашпартам. Працэдура афармлення бясплатна і займае ўсяго некалькі хвілін. Дарэчы, пры наяўнасці карты для медыцынскага абслугоўвання пациент лёгка можа заказаць талон на прыём або выклікаць доктара на дом. Я пришла на прием даже к помощнику врача, не к участковому. Мне нужно было рецепты выписать. Но она мне очень быстренько все это оформила и выдала, без всяких проблем. Очень быстро, хорошо и удобно. Свой участковый терапевт позаботился об этом. Я, в принципе, с удовольствием это приняла. Да, очень быстро, очень легко. Главное, паспорт, чтобы был. У Брестской области уже выдадено 240 тысяч карт и выписано больше за 500 000 электронных рецептов. З іх отоварваецца кожны трэці, а ў рэспубліцы толькі кожны другі. Выписывать электронный рецепт зараз могуць усе центральные и районные поликлиники региона. У снежні 2018 года закупили апошние компьютеры для барановичаў. Вопрос внедрения электронного рецепта находится на контроле Управления здравоохранения, я бы сказал, даже еженедельном контроле. Электронный рецепт является, можно так сказать, первым кирпичиком или первым шагом для внедрения вообще в целом электронного здравоохранения. Всемирный банк реконструкции выделил финансирование в целом для всей Республики Беларусь, в том числе и для Брестской области. Посчитан практически каждый компьютер, каждое рабочее место, чтобы внедрить на всех рабочих местах электронное здравоохранение. Зараз урачы дублируюць электронны рэцэпт на паперы, але ўжо до 2022 года такая неабходнасць павінна адпасці. Крысціна Протасавіцкая, Александр Сівецкі, Александр Воронин, телерадиокомпания «Брест».